Здравствуйте! Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе на 12 августа. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За сутки в Якутии выявлено 56 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Продолжается тенденция того, что в городе Якутске у нас зарегистрировано большее количество новой коронавирусной инфекции – 43 случая. Также зарегистрированы случаи заболеваний в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрингринском, Сунтарском и Чурапчинских улусах. За сутки лабораториями республики проведено около 3000 исследований от коронавируса. Всего с начала пандемии исследований обработано 333 132 исследования. На сегодня, говоря о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, необходимо обратить внимание, что последующие 2 недели для республики будут характерны будут для последующих 2 недель характерно достаточно высокий уровень мобильности населения. Как извне республики будут возвращаться люди, которые приехали с отпусков, так и внутри республики. Поэтому я бы хотела обратиться сегодня к жителям республики с позиции того, что приехав в районы или возвращаясь с отпусков, пожалуйста, обращайте особое внимание на соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Как и говорилось ранее, достаточно сложной обстановкой остается ситуация с тем, что у нас достаточно много увеличилось количество больных, тех, которые имеют возраст старше 60 лет. Мы стараемся, и наши медики прилагают все усилия для того, чтобы непосредственно сегодня снизить как смертность, так и, соответственно, и быстрее лечить заболевших, но непосредственно количество людей в возрасте в наших больницах, к сожалению, увеличивается. Поэтому, конечно же, еще раз обращаю ваше внимание, тогда, когда совершаете то или иное действие, особенно если оно касается посещения близких родственников или, сбор каких-то мероприятий, всегда понимайте, что вы выбираете между здоровьем и нездоровьем. Вирус может быть как рядом с вами с незнакомым человеком, так и с достаточно близким. Поэтому сегодня мы готовимся, прежде всего, вся республика, оперативный штаб поставил задачу для всех глав муниципальных образований во главе с Министерством образования подготовить школы к 1 сентября, зайти к 1 сентября в школы и обеспечить там санитарно-эпидемиологический режим, который бы не дал возможность увеличения количества вируса. В настоящий момент Министерством здравоохранения вместе с Министерством образования принято решение о том, что первые 2 недели во всех школах будут медицинские недели. Достаточно большое количество медиков будет присутствовать в наших школьных учебных заведениях для того, чтобы провести соответствующую и диспансеризацию школьников, и профилактику вирусных заболеваний. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба о текущей ситуации с коронавирусом в Якутии. Оставайтесь с нами. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. 15 очагов удалось потушить в Якутии за минувшие сутки. Площадь пожаров уменьшилась на 44 гектаров за счет ликвидации огня в зонах обслуживания и контроля. Сложная обстановка сохраняется на территориях Верхоянского, Кобяйского, Тампонского и Усть-Алданского районов. Всего на территории региона действуют 130 природных пожаров на площади 387 гектаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по региону Павел Гарин. Смог от лесных пожаров окутает 3 района республики. Северный и северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду принесет дым в населенные пункты Аймяконского, Усть-Майского и Тампонского районов. Центр управления в кризисных ситуациях проводит моделирование и развитие приближенных пожаров по наихудшему сценарию.
Кровли домов и линии электропередачи пострадали в результате сильного ветра до 19 метров в секунду в Мирном. Штормовой ветер с грозой начался днем и продолжался около 20 минут. Больше всего пострадал дом по улице Вилюйская, 7. Там повреждено порядка 200 квадратных метров кровли. Также в результате сильных осадков есть протечки в некоторых жилых домах по улицам Ленина и Звездная. В результате порывов ветра произошло падение 8 опор ЛЭП. Как сообщили в Якутск-Энерго, ограничения в связи с этим были кратковременными. К вечеру все объекты были запитаны. Всем этим работам у нас оперативно отрабатывают по кровлям управляющие компании, которые обслуживают непосредственно многоквартирные дома. По линиям электропередач отрабатывает поставщик электрической энергии, это западные электрические сети, ПАО Якутск-Энерго. То есть работы все были оперативно настроены, налажены, и все эти дефекты, которые внесла эта стихия, устраняются, начиная с вчерашнего дня. И, к сожалению, о штормовом предупреждении нас не известили, хотя ранее, когда такие прогнозы случались, нас заблаговременно МЧС предупреждало. К сожалению, на момент вчера нас заблаговременно не уведомили. В Якутии возбудили уголовное дело по факту служебного подлога при реализации национального проекта в столице региона. Прокуратура установила, что в прошлом году главстрой и коммерческая строительная организация заключили контракт на строительство в Якутске автодорожных мостов в микрорайонах Северный и Марха на 98 миллионов рублей. Подрядчик получил деньги в полном объеме и, как оказалось, один мост так и не достроили. Вместе с тем, согласно материалам проверки прокуратуры, работы по объекту строительства моста в микрорайоне Северный, оцененные контрактом на сумму более 47 миллионов рублей, выполнены не в полном объеме. Работы по строительству моста по настоящее время не завершены, что нарушает права граждан, жителей города Якутска на комфортные дорожные условия и на транспортную доступность. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Аэропорт Якутска возобновил работу после ложного сообщения о минировании. Информация о якобы заложенном взрывном устройстве в аэровокзале поступила сегодня утром. Всех пассажиров и персонал сразу эвакуировали. После специальные службы осмотрели помещение и ничего не обнаружили. Сообщается, что сейчас корректируется расписание рейсов. Руководитель региона Айсен Николаев провел личную встречу с главой Момского района Иваном Павловым. В ходе встречи они обсудили социально-экономическое развитие района, а также бюджетную сферу. Уделили особое внимание и вопросам ЖКХ, кормозаготовки, развития сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры. В этом году в Момском районе были большие пожары. В их тушении приняли участие 372 человека и 45 единиц техники. Прибыла помощь, с республики, это 17 человек, ГАО Якутлесресурс, вертолет Ми-8 МТВ МЧС России. С Госком АБЖ была направлена помощь в виде ранцев, ИРПов, индивидуальный рацион питания, мобильные резервуары для воды. В общем, и самое основное, конечно, это был вертолетом направлен плуг, который очень помог селу Борсысы. Прививочная кампания против гриппа в России начнется с сентября. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, важно начать учебный год параллельно с началом иммунизации против вируса гриппа, чтобы защитить детей от инфекции. Сейчас изготавливается 18 миллионов доз вакцин, из них 10 миллионов будут доставлены в регионы к 1 сентября.
Память воинов-якутян, которые сражались во время Великой Отечественной войны, почтили в Тверской области. Якутская делегация приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы на новом мемориале советскому солдату под Оржевом. Грандиозный памятник появился на месте кровопролитных боев, которые шли с января 1942 по март 1943 года. В тех сражениях погибли и сотни воинов-якутян. Максим Кардозу продолжит. Это уникальный мемориал. В современной истории России это первый памятник советскому солдату, и его масштабы действительно поражают. Высота статуи вместе с курганом – это 35 метров. К памятнику ведет широкая аллея, по бокам которой находятся стены, на которых написаны имена тысяч солдат, погибших здесь во время Великой Отечественной войны. И появление мемориала именно здесь, под Оржевом, не случайность. В 1942-1943 годах здесь шли ожесточенные сражения. Потери Красной армии только по официальным данным – это больше 1 миллиона человек, включая пропавших без вести и раненых. Сражались в тех боях и тысячи якутян. Сотни из них остались лежать здесь, в братских могилах. И сегодня для наших земляков эти места стали по-настоящему священными. Я думаю, что у нас есть еще силы и, самое главное, желание сделать все, чтобы итоги той Великой Победы 75 лет назад никогда никем, во-первых, не ставились под сомнение и обязательно были и есть основа для наших будущих больших побед нашей великой страны. Вот этот монумент советскому солдату, это вообще, это память во все века, как говорится. Такой солидный, такой торжественный, в то же время простой, скромный. Но это память. Это во все века. Долгие годы Ржевская битва оставалась единственной, память о которой была не увековечена. Теперь солдат, парящий над землей на крыльях журавлей, всегда будет напоминать о том, какой ценой досталось нам мирное небо. И посмотреть на новый памятник приезжают со всей России. Подходишь издали, и на глаза накатывают слезы, потому что здесь воплощены стихи о белых журавлях, что душа солдата будто бы уносится в небо и превращается в белых журавлей. Сердце щемит. Когда подходишь, слезы наворачиваются. Восторг, что в течение года, даже меньше, за такой короткий срок, такое все было сделано. Слов нету. Поклон великий. У меня мороз по телу, дрожь прям пробирает. Я же человек, маленькая была, 4 годика, когда была война. Все помню войну. Ой, как маму мою гоняли на фронт, а мы оставались с немцами. Все помнится, вся война помнится. Представители якутской делегации вместе с тверскими коллегами возложили цветы к подножию мемориала. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами, в том числе о продолжении поисков останков воинов-якутян, которые погибли и пропали без вести в боях под Оржевом. Максим Кардозу, Джур Березкин, Тверская область. Круглогодичная ярмарка появится в Якутске. Подобные объекты откроют и в других дальневосточных городах. Ярмарочные комплексы обеспечат поддержку малому, среднему бизнесу и местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции. В торговых сетях будет выставляться местная продукция и уникальные товары других регионов, для которых предусмотрено 15-20% мест. Также в сеть входят многофункциональные площадки для проведения спортивных, культурных, образовательных и деловых мероприятий. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах jak24.ru и nbk-online.ru. Не переключайтесь.